Кузница кадров и талантов – место, где далекое прошлое стало надежным фундаментом для настоящего и будущего, где вековой реликтовый сосновый бор соседствует с современными технологиями ведения хозяйства, многовековые традиции легко уживаются с динамичной современной культурой и стремительным ритмом жизни. А многонациональный народ, как одна большая семья, с радушием и светлой душой принимает каждого гостя. Встречайте! Илишевский район, северо-западные врата Башкортостана, 22 сельских поселения, объединяющие 87 населенных пунктов, около 200 тысяч гектаров земли, более 33 тысяч человек. Районный центр – село Верхнее Иркеево, удобно расположен на пересечении автомагистрали федерального значения Уфа-Казань. Возвышенные чувства переживает, пожалуй, каждый, кто видит илишевскую природу. Она поражает воображение своим разнообразием и обладает какой-то магической силой притяжения. По территории района на расстоянии 31 километра протекает река Белая, по-нашему Агидель, со своими притоками Базы и Сюнь. В них впадают десятки малых рек и речушек, огромную зеркальную площадь образуют искусственные пруды. Гордостью района являются уникальные памятники природы, изумительное озеро Татыш, реликтовый сосновый бор с растущими в нем редчайшими представителями фауны, обнажение глинистых пород с отпечатками рыб плеоценовой эпохи, обнаруженные близ деревни Чуй-Атасева. На территории района обитает множество птиц и зверей. Растительный мир также отличается богатым многообразием, а недра нашей земли – это кладезь, где в изобилии хранится черное золото. Будучи уникальным по своей природе, устойчивым и крепким по своему социально-экономическому развитию регионом Республики Башкортостан, Илишевский район является домом для представителей более 20 различных национальностей. Многонациональность и многообразие культур – все это уникальное достояние района. Башкиры, русские, татары, марийцы, удмурты и многие другие народы живут здесь в дружбе и гармонии. Илишевская земля взрастила много известных и талантливых людей, которые прославили ее на всю республику и на всю страну. С самого момента образования района илишевцы, являясь истинными патриотами, самоотверженно трудились во имя своей малой родины, из года в год прославляя ее своими достижениями. Проявили героизм и стойкость на полях сражений и в тылу в годы Великой Отечественной войны.
Илиш – родина известных общественных и государственных деятелей, выдающихся ученых и врачей, талантливых поэтов и писателей, артистов и композиторов, внесших неоценимый вклад в развитие района и республики. Опираясь на свое богатое прошлое, илишевцы ежедневным упорным трудом строят свое настоящее, с уверенностью смотрят в будущее. Все они трудятся в различных отраслях производства, укрепляют экономический потенциал и способствуют процветанию района. Все меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим всем и каждому. Скромный и терпеливый кормилец, сельский труженик, был и остается главной надеждой и опорой страны. Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики района. Район специализируется на возделывании зерновых культур, разведении скота мясомолочного направления, выращивании технических культур. Также успешно развивается овощеводство и пчеловодство. Агропромышленный комплекс объединяет 24 сельхозпредприятия, 81 крестьянско-фермерское и более 13 тысяч личных подсобных хозяйств. Кроме того, весомый вклад в развитие экономики района вносят многочисленные предприятия, занимающиеся переработкой сельскохозяйственной продукции, обслуживанием сельхозпроизводителей, а также промышленные предприятия. Сельскохозяйственные угодья в районе занимают площадь более 145 тысяч гектаров, из них 98 тысяч гектаров пашни. Из года в год аграрии района добиваются высоких урожаев зерновых и прочих культур. В итоге плоды их трудов, душистый хлеб, находят свое место на столе жителей всей страны. В растениеводстве большое внимание уделяется внедрению новых сортов и инновационных технологий выращивания сельскохозяйственных культур. В течение последних 5 лет район активно переходит на минимальную систему обработки с целью снижения стоимости конечной продукции. В связи с этим многие хозяйства приобретают технику данного класса, как то джондиры, как то амички, как то аграторы. Такая техника присутствует практически во всех хозяйствах. Площади, которые засеваются по этой технологии, составляют в районе порядка 85%. Значит, о результатах что можно сказать? Есть хозяйства, которые имеют очень достойные результаты. Например, СПК «Илиш», который традиционно работает по этой технологии, является у нас хозяйство с наиболее высокой культурой земледелия, получает урожайность даже в засушливый 2016 год на уровне 28 центнеров. В то время как другие хозяйства получали 20-22 центнера. В аграрных хозяйствах района успешно ведется семеноводство множества различных культур. 10 хозяйств района имеют сертификаты на производство и реализацию семян высших репродукций. Тем самым они обеспечивают качественным семенным материалом не только местных сельхозпроизводителей, но и предприятий соседних районов. Первый год нам дали 200 гектаров земли. На сегодняшний день имеем почти 5000 гектаров пашни. С 2011 года начали заниматься выращиванием элитных семян. Сорт элитных семян покупаем оригинальные семена, по тонне, по 2 тонны сеем, значит, сеем и размножаем. Сорт имеем ячменя Саша. Значит, в этом году тоже купили 1 тонну оригинальные семена Саша для дальнейшего выращивания. В прошлом году купили оригинальные семена пшеницы Архат. В прошлом году мы его покупали 11 тонн оригинальные семена. Первый год размножения. В этом году мы его сеяли 300 гектаров. Значит, второй год размножения. Горох сорт
Память Хангильдина, оригинальные семена. Сеяли 100 гектаров сорт Светлана Грищиху, суперэлита. Значит, и в этом году новый сорт купили 3 тонны КФХ Ялалова, оригинальные семена Грищихи, сорт Илишевские. В животноводстве большая работа ведется по наращиванию поголовья скота, увеличению производства молока и мяса. Ежегодно по району производится более 7,5 тысяч тонн мяса и более 60 тысяч тонн молока, при среднем надое на корову 4900 килограммов и более. В районе имеется 6 хозяйств по разведению племенного чистопородного скота. Хозяйством основном занимаемся и растениеводством, и животноводством. В растениеводстве основной продукт производства является зерновые культуры, выращиваем, корма для животных. А в животноводстве производимой продукцией является молоко и мясо. Ежегодно мы производим 26 тысяч центнеров молоко и 1500 центнеров мяса. И являемся племенным хозяйством, реализуем племенный скот. Скот у нас черно-пестрый, холестеризованный скот. С целью повышения эффективности растениеводства планируется значительное расширение посевов технических культур. Одним из наиболее перспективных направлений развития сельского хозяйства района является возделывание и переработка такой культуры, как рапс. Наше предприятие является одним из крупных предприятий, производящих масло семена рапса. И также мы являемся единственным предприятием, производящим элитные семена. Мы каждый год закупаем суперэлитные семена в городе Исилькуль, Омской области. Производим элитные семена и реализуем в Республике Башкортостан и близлежащие области, в том числе Татарстан, Оренбург, Пермская область. Рапс является прекрасным предшественником для последующих культур, например, пшеница. Также рапс улучшает структуру почвы и является высокомаржинальной, высокодоходной культурой. Рентабельность может достигать до 200%. Не каждый человек способен работать на селе, ведь труд агрария специфичен и невозможен без любви к земле, преданности своей родине и верности долгу. Кажется, эти качества свойственны здесь каждому сельскому труженику, ведь все, за что берутся местные умельцы, тотчас превращается в высшую пробу. Поддержание социальных объектов на должном уровне – первоочередная задача местной администрации. Люди должны быть обеспечены не только работой, но и жильем, детскими садами, школами, больницами. Система здравоохранения района продолжает работать по государственной программе развития здравоохранения Республики Башкортостан и приоритетному национальному проекту «Здоровье», где основное внимание уделяется улучшению демографической ситуации, профилактике и раннему выявлению заболеваний. Постоянно внедряются в практику новые методы лечения больных, продолжаются работы по укреплению материально-технической базы учреждений. Верхнеаркеевская ЦРБ является медицинской организацией первого уровня, основная функция которой – оказание первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических условиях. Ежедневно жителями района осуществляется более 1000 амбулаторных посещений. Объем амбулаторно-поликлинической помощи в рамках программы государственной гарантии планомерно увеличивается. И в целях улучшения условий оказания медицинской помощи начато строительство нового корпуса поликлиники, где будут располагаться детская и женская консультация, часть взрослой поликлиники, рентгенологическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, отделение медицинской профилактики. И предусмотрено много функциональных помещений, которых было недостаточно в существующем здании. Вот новые поликлиники позволят улучшить качество и удовлетворенность населения медицинской помощью. В
В структуре ЦРБ 58 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 из которых вновь построены и оснащены за последние годы в рамках федеральной программы устойчивого развития сельских территорий. В этом году еще один ФАП строится. В будущем администрации района планируется строительство еще 2 фельдшерско-акушерских пунктов. Коллектив больницы из года в год пополняется молодыми кадрами, врачами, фельдшерами и медицинскими сестрами. В 2016 году в район прибыли 11 врачей, в том числе молодых специалистов 5. Им помогают освоить профессию опытные наставники, завоевавшие признание среди коллег и пациентов. Что может быть лучезарнее и прелестнее всего на свете? Счастливая улыбка ребенка. Мы делаем все, чтобы подарить маленьким илишевцам радостное и беззаботное детство. XXI век требует не только образованных, но и духовно развитых, инициативных личностей. Реализация этой цели в первую очередь возлагается на современное образование. Система образования Илишевского района включает 19 средних, 3 основных школы, гимназию и лицей. Большое внимание уделяется поддержке и стимулированию одаренных детей, и как результат здесь много талантливых ребят, музыкантов, спортсменов, победителей предметных олимпиад, различных конкурсов, фестивалей, соревнований. 4-й год у нас функционирует ресурсный центр, который был открыт в 2013 году на базе лицея села Нижнее Иркиево. Когда мы открывали этот ресурсный центр, нашей главной задачей стояло то, что нужно было готовить, заниматься с одаренными детьми. И в целом на сегодняшний день данный ресурсный центр посещают дети со всего района. После обеда она у нас работает по 6 направлениям. Это самые такие значимые предметы, которые выбирают дети больше всего и при сдаче единого государственного экзамена, как предметы физика, русский язык, математика, биология, химия, обществознание. И вот на эти предметы у нас дети ходят, учатся, занимаются дополнительно. Что самое отрадное, это все бесплатно для детей, а оплачивается все с местного бюджета. Самые юные илишевцы получают дошкольное образование в 13 детских садах и 25 дошкольных группах при школах. Самое главное, отрадное то, что у нас на сегодняшний день нет второй смены. То есть все дети у нас обучаются только в первую смену. И отрадно то, что нет у нас очередей в детские сады. Всем желающим, кто приходит, просит, как говорится, устроить ребенка в детский сад, независимо сколько лет ребенку, мы предоставляем на сегодняшний день место в детском саду. Мы, педагоги, ищем подход к каждому ребенку, путь к сердцу каждого ребенка. Труд воспитателя очень непрост. Игры, занятия, творческий рост. Ни о чем не жалею, друзья. Детям я сердце свое отдала. Башкирский аграрно-технологический колледж – одно из самых крупных сельских учебных заведений системы среднего профессионального образования республики. Данное учебное заведение гордится своими выпускниками целой плеядой высококлассных специалистов, достойно занявших свое место в народном хозяйстве. В нашем колледже за последние 2 года прошли очень большие изменения. Наш колледж, мы приобрели лицензии на профессии среднепрофессионального образования, техник-технолог, техник-механик. Далее колледж укрупнился, прирос, так сказать, новыми филиалами. Значит, на сегодняшний день в нашем колледже обучаются вместе с филиалами где-то около 800 обучающихся студентов. Это студенты и Бакалинского лицея, и Чекмагушевского лицея. Существует такое мнение, что жизнь на селе бывает скучной и однообразной. Однако илишевцы своим образом жизни наглядно доказывают обратное.
Можно с уверенностью сказать, что район непрерывно развивается, живет полноценной, разносторонней жизнью. Для любителей спорта и активного образа жизни действуют 2 спортивные школы, 48 спортивных залов, плавательный бассейн и огромный физкультурно-оздоровительный комплекс, а также конно-спортивный комплекс Кара-Юрга. Культура сегодня – это лицо каждого района. Именно она формирует уникальность, неповторимость и самобытность. В настоящее время сфера культуры района объединяет в себе работу 84 учреждений культуры. Это районный дворец культуры, сельские дома культуры и клубы. Коллективами этих учреждений организуется множество ярких и интересных культурно-развлекательных программ. На сегодняшний день на территории Илишевского района зарегистрированы и работают 730 субъектов малого и среднего предпринимательства. В сфере малого бизнеса занято более 5000 человек, которые задействованы во всех видах экономической деятельности. С начала 2016 года всего зарегистрировано более 100 молодых предпринимателей. Отрадно, что динамично развивается вся инфраструктура района путем реализации общероссийских и республиканских целевых программ. Колоссальная поддержка оказывается тем, кто выбирает малые формы хозяйствования – крестьянско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и личные подсобные хозяйства. За последние годы 11 семей в рамках программ «Начинающий фермер» и «Семейные животноводческие фермы» получили гранты на общую сумму около 15 миллионов рублей на дальнейшее развитие и расширение сферы своей деятельности. Согласно федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» в селе Нижнее Иркеево освоено более 273 миллионов средств, за счет которых в микрорайоне Заводской построены современный лицей на 198 ученических мест, детский сад «Центр развития ребенка» на 110 детей, проложены уличные дороги, введены в эксплуатацию водопроводы, газопроводы, линии электропередач с уличным освещением. Согласно этой же программе начата комплексная компактная застройка и благоустройство микрорайона «Молодежный» в селе Нижний Черекулево общей сметной стоимостью 178 миллионов рублей. Комплексная застройка – это благоустройство микрорайона полностью с проведением всех инженерных сетей, в том числе водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, сетей связи и интернета, а также строительством социальных объектов. В данном случае это детский сад на 50 мест. Он уже принимает у себя маленьких илишевцев и работает на всю силу. Также начато строительство социально-культурного центра, в состав которого войдут фельдшерско-акушерский пункт, зрительный зал на 70 мест, библиотека с читальным залом. Микрорайон включает в себя 98 земельных участков по 20 соток для ведения личного подсобного хозяйства и строительства жилых домов. Таким образом, как и вся наша республика, Илишевский район растет и процветает день ото дня. Ежегодно в районе сдается в эксплуатацию 18 тысяч квадратных метров жилья, в том числе многоквартирного жилья 3000 квадратных метров, который строится силами своей подрядной организации МУП ПМК Илишевская. В текущем году это 2 многоквартирных дома, по 30 квартир каждая. Также район участвует в республиканской и федеральной программах по переселению граждан из аварийного жилья. В текущем году мы переселяем 32 квартиры на общей площади более 1000 квадратных метров. Из общей площади жилья в среднем на каждого жителя района приходится более 27 квадратных метров жилья. Новые дома – это не просто крыша над чьей-то головой. Район строится, растет, значит, есть перспективы. А если есть перспективы и место, где жить, работать, значит, сюда с удовольствием будут возвращаться сегодняшние мальчишки и девчонки. Завтра каждый из них превратится в молодого специалиста, в будущего агронома или зоотехника, врача или строителя, педагога или фермера, в любом случае в продолжателя славных трудовых и культурных традиций своих отцов и дедов. Безусловно, за последние годы путем помощи со стороны правительства республики
сделано очень многое. Сегодня есть образцово-показательные детские сады, есть школы, профилированные на отдельные предметы. Сегодня работают как музыкальные школы, дом детского творчества, музеи, и они именно в социальном плане, думаю, правильно оснащают наше население. Относительно рабочих мест и привлечения инвестиций в этом плане еще предстоит работать. И привлекать новые, технологичные и современные производства. Все здесь, и люди, и природа, и технологии, и культура находятся в гармоничном равновесии, достичь которого удается не каждому. Так пусть этот славный уголок Республики Башкортостан, который по праву называют ее «жемчужиной», продолжает динамично развиваться и добиваться все новых достижений. И пусть его людям по-прежнему удается идти по пути, имя которому «Сохраняя, совершенствуй и приумножай».